Добрый день, уважаемые коллеги, руководители общеобразовательных организаций Республики Коми. Мы приветствуем всех, кто сегодня нашел профессиональную возможность и принимает участие в заседании Республиканского методического объединения директоров общеобразовательных организаций. Уважаемые коллеги, я передаю слова приветствия от вашего председателя Александры Васильевны Штин, которая с нами сегодня тоже дистанционно работает. По некоторым причинам она не смогла принять участие очно, но она вместе с нами. И повестка, которая сегодня будет реализована, она является очень актуальной для каждого руководителя общеобразовательной организации. Уважаемые коллеги, мы напоминаем вам, что заседание РМО директоров будет проходить ежемесячно, и мы очень надеемся, что именно благодаря вашим вопросам, вашим потребностям будет формироваться и план заседания РМО и, конечно, повестка каждого заседания. Итак, уважаемые коллеги, мы сейчас находимся в онлайн-студии Республиканского института развития образования. Мы ведем в онлайн-режиме наше заседание. И, конечно, очень важно, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим выступающим. Итак, коллеги, позвольте мне сегодня озвучить нашу повестку. Она сформирована именно на основании ваших предложений и ваших профессиональных запросов. Итак, сегодня мы вместе с вами обратим внимание на процесс профессионально-общественного обсуждения проекта обновленной структуры индивидуальной папки аттестуемого. Уважаемые коллеги, сегодня очень важно понять, что процедура аттестации, конечно, находится именно как важный процесс. Да, вот уже демонстрируют коллеги, как важный процесс профессионального развития наших педагогов в центре внимания и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и нашего института. И мы хотим вам предложить проект, который, на наш взгляд, является очень сегодня логичным с точки зрения именно тех требований, которые предъявляются к аттестации, именно как процедуре, которая определяет именно уже результат деятельности, а не процесс. Уважаемые коллеги, я подписала письмо в адрес управления образования, в адрес руководителей общеобразовательных организаций, и мы очень надеемся на активное участие в обсуждении вас, уважаемые руководители, и просим довести эту информацию до каждого педагога ваших организаций. Итак, уважаемые коллеги, конечно, в этом материале уже представлены именно те наработки, которые, на наш взгляд, являются основаниями для формирования именно новых подходов к аттестации. Мы понимаем, что сегодня нам важно работать уже с цифровым следом педагога, и понимаем, что сегодня процедура аттестации, она переходит уже на портал «Государственные услуги». И, конечно, для того, чтобы синхронизировать все эти процессы с точки зрения и рассмотрения, и адекватного результата оценки деятельности педагогов, мы предлагаем вам принять участие именно в этом обсуждении. Более подробно о самой процедуре мы расскажем, будем, когда вопрос это рассматривать. Далее, уважаемые коллеги, мы хотим еще раз внимание ваше обратить о той системе работы, которая сегодня является основанием для проведения оценочных процедур, в которых участвуют наши педагоги. Кроме того, что в настоящее время приняты именно системные изменения в профессиональном развитии педагогов, которые начинаются, конечно же, с выявления профессиональных дефицитов, нам важно понять, что те процедуры, которые сегодня в республике проводятся, они все верифицированы. И мы опираемся именно на те процедуры, которые на уровне федерации рассматриваются как единые процедуры выявления профессиональных дефицитов педагогов, которые в дальнейшем будут являться основанием для формирования
индивидуальных образовательных маршрутов. И вот когда нас спрашивают, а что же отличает именно с этого года, учебного года, деятельность Института развития образования, я говорю, отличает то, что мы начинаем работать с педагогами, которым нужна наша поддержка индивидуально. Именно с этого года мы вводим систему индивидуальных образовательных маршрутов, которые постепенно будут не только разрабатываться, но и реализовываться для всех педагогов Республики Коми. В этом году мы включили уже с сентября 5% педагогов Республики Коми в эту процедуру, ну а далее постепенно все 100% педагогов за последующие 6 лет будут включены в эту систему. Конечно, очень важен вопрос о функциональной грамотности. Вы знаете, что в Республике Коми в настоящее время сформирована рабочая координационная группа по включению всех образовательных организаций, всех педагогов в систему формирования и оценки функциональной грамотности. На нашем сайте уже работает, уважаемые коллеги, портал «Функциональная грамотность». Этот портал является в настоящее время такой единой точкой входа для всех организаций и для педагогов. И мы очень надеемся, что до начала масштабного повышения квалификации педагогов, бесплатного причем, и до масштабных мероприятий, через которые мы будем вовлекать управленческие команды именно в новую систему подготовки обучающихся, наши все учителя с этим порталом будут знакомы и будут погружаться именно в эту новую для кого-то уже в системные изменения, которые должны произойти на уровне каждой организации. Вот об этом мы тоже сегодня поговорим. И, конечно, очень важно, это тоже запрос, который поступил. Сегодня будем говорить о программе воспитания. Вы знаете, что с 1 сентября все организации утвердили программу воспитания, и сегодня программа воспитания действительно должна стать основанием для изменений системы воспитания, которые должны понять не только педагоги, но принять обучающиеся и наши родители. И сегодня программа воспитания, конечно, в какой-то мере это и общественный договор, через который формируется прежде всего, конечно, тот ценностный ряд, который необходим для наших обучающихся и для их семей. Поэтому, уважаемые коллеги, вот такая у нас насыщенная программа. Я хочу анонсировать, если мы говорим о программе воспитания, что в рамках нашей конференции «Образование 21 века», которая в этом году пройдет 2 и 3 декабря в Институте развития образования, мы будем работать вместе с командой Института детства, семьи и воспитания Российской академии образования, которые являются разработчиками данной программы, отвечают за внедрение, и мы обязательно пригласим вас на эту площадку, где вы будете непосредственными участниками вот такого профессионального коворкинга. Вас будут учить именно научные сотрудники, практики данного института, и мы тоже будем в этой команде, будем учить новым технологиям внедрения программ воспитания, и они даже предлагают такую модель кураторства, модель тьюторства, внедрение программ воспитания, но об этом чуть позже. Итак, уважаемые коллеги, вот такая интересная, насыщенная программа. Сегодня у нас всеми выступлениями руководит Анжелика Васильевна Волкова, которая в настоящее время является заведующей Центром воспитания и социализации личности, поддержки молодежных инициатив, дополнительного образования и является очень важным сотрудником Центра непрерывного повышения профессионального мастерства. В этой связи, уважаемые коллеги, сегодня все вопросы важные Анжелика Васильевна будет представлять. И, к сожалению, вот наши коллеги, которые должны были принимать участие, это Наталья Николаевна Исаева, в настоящее время она находится на очень важном всероссийском совещании для федеральных экспертов по истории. Поэтому Наталья Николаевна сегодня, как федеральный эксперт, не сможет быть вместе с нами, но мы представим вам модель
И сразу хочу сказать, что на следующей неделе состоится у нас очень важный методический семинар с участием руководителей общеобразовательных организаций и муниципальных координаторов по функциональной грамотности, где мы представим именно нашу модель, которая будет реализована в уровне Республики Коми по оценке и формированию функциональной грамотности с очень такими интересными системными предложениями. Но самое главное в этих предложениях будет, конечно, то, что мы покажем, каким образом надо будет мотивировать педагогов включаться в этот процесс формирования функциональной грамотности. У нас команда института и тьюторы, многие прошли обучение по функциональной грамотности в Российской академии образования и в Академии Минпроса, поэтому вот эта тема для нас, она очень важна, и на следующей неделе будем ждать вас вот на таком семинаре, очень важно для всех. Ну что, уважаемые коллеги, я представила повестку. Напоминаю, что вы работаете на платформе, которая позволяет вам задавать вопросы. Я очень надеюсь на открытый профессиональный диалог. Анжелика Васильевна будет вместе с вами работать. И я надеюсь, что данная профессиональная информация послужит основанием для правильных, конкретных, логичных управленческих решений, которые вы, уважаемые коллеги, как управленцы, уже принимаете на уровне своих образовательных организаций. Анжелика Васильевна, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые руководители образовательных организаций Республики Коми. Первая тема, которую я сейчас перед вами раскрою, готовила ее Марина Анатольевна Габова, проректор по научно-методической работе нашего института. К сожалению, сегодня не могла присутствовать. Тема звучит так: итоги оценочных процедур как основание для совершенствования профессиональных компетенций педагога. Уважаемые коллеги, все оценочные процедуры, которые организуются на уровне образовательных организаций, они все реализуются на основании федеральных проектов «Учитель будущего» и «Современная школа». В результате реализации данных проектов создается единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и обеспечивается возможность повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников. Обратите внимание, на этом же слайде все оценочные процедуры, которые проходят наши обучающиеся, а также наши педагоги, они все представлены. В результате данных оценочных процедур выявляются профессиональные дефициты. Что же происходит дальше? На сегодняшний день сформирована единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников. Какова же цель данной системы? Это создание единого научно-методического пространства по сопровождению повышения квалификации и непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с приоритетными задачами в области образования. Обратите внимание, что на федеральном уровне данную систему курирует Министерство просвещения Российской Федерации, а именно федеральным координатором является Академия Министерства просвещения Российской Федерации. Также кураторами являются федеральные центры научно-методического сопровождения педагогов на базе образовательных организаций высшего образования. На республиканском уровне данное сопровождение реализуют наш Институт развития образования и также РИЦОКа, также наши республиканские методические объединения, методические советы и методические отделы. Система научно-методического сопровождения педагогических работников в Республике Коми и управленческих кадров представлена на следующем слайде. Республиканская управленческая команда во главе с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Институтом развития образования, муниципальными органами управления образованием, управленческими командами образовательных организаций
организуют работу с педагогами через республиканские ведомственные проекты, через республиканские методические объединения, через республиканские инновационные площадки, стажировочные площадки, через проект «Мобильный методист», через информационные ресурсы, научно-методические конференции, профессиональные конкурсы, методические рекомендации, семинары, вебинары, круглые столы, мониторинги, проведение профессиональной диагностики учителей, а также курсы повышения квалификации. Вы знаете, что с 2021 года на базе нашего института осуществляет свою деятельность Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Что же обеспечивает работа данного центра? Это непрерывная методическая помощь, диагностика профессиональных дефицитов, процедура аттестации руководителей образовательных организаций, выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов, обучение управленческих команд, поддержка профессиональных сообществ, организация процесса профессионального роста, поддержка молодых педагогов, поддержка внедрения новых методик и технологий обучения. Центр также осуществляет персонифицированное сопровождение педагогов, а именно проводит диагностику и оценку профессиональных дефицитов учителей, анализ, идентификацию и сознание учителями профессиональных дефицитов, поиск и реализация оптимальных способов ликвидации профессиональных проблем и преодоления затруднений и дефицитов, оказание персонифицированной помощи учителям. Из всего этого строится индивидуальный образовательный маршрут. Какова же характеристика системы методического сопровождения педагога в Республике Коми на основе индивидуальных образовательных маршрутов? То есть мы здесь с вами уже знаем, что создана, сформирована платформа «Личный кабинет педагога», которая уже работает, и педагогу предлагается зарегистрироваться на данной платформе, выбрать свою образовательную траекторию через курсы, стажировочные площадки, вебинары и семинары. Методическая поддержка педагогов Республики Коми осуществляется через ресурсы, которые представлены на данном слайде. Это ресурсы, конечно же, нашего института. Вы видите здесь и наш профессиональный зал, и открытое образование Республики Коми портал. Здесь вы можете, конечно же, это раздел Центра повышения квалификации. В любом из этих разделов вы можете найти нужную и необходимую информацию, выбрать для своих педагогов вместе со своими заместителями директоров по учебной работе любой образовательный маршрут. Если в этом есть нужда, если есть профессиональные дефициты у наших педагогов, если есть в плане курсы повышения квалификации, ну и если есть желание самого педагога учиться и учиться. Обратите внимание на механизмы построения персонифицированных и индивидуальных контентов. Значит, все они строятся на результатах внешних оценочных процедур, результатов аттестации профдиагностики. Значит, мы с вами на протяжении 2021 года провели 5 диагностик по 9 предметам. Результаты по 3 диагностикам уже пришли, они уже направлены в управление образования. Также на наших кафедрах, в нашем центре уже для учителей, у которых выявлены профессиональные дефициты, разработаны индивидуальные маршруты, и наши учителя уже работают по данным маршрутам. Давайте посмотрим на результаты диагностики профессиональных компетенций учителей, которые проводились ФИОКа. Да? На данном слайде, значит, показаны потребности в профессиональном развитии, то есть был один этап,
второй этап. Вы помните, что и в прошлом году учителя писали данные профдиагностики, некоторые из них, кому это было нужно, это был вызов, именно выбор управления образованием. Значит, первый этап проходил, второй этап проходил, и были выявлены потребности. В чем же они заключаются? Это обучение метапредметным наукам, методы индивидуального обучения, навыков в области ИКТ, методическая компетентность, обучение учащихся с ОВЗ, практики оценивания учащихся, анализ и использование результатов, знания в моей предметной области, поведение учащихся и организация работы с обучающимися, сотрудничество учителей с родителями, с партнерами, коммуникации с людьми из других стран, управление и администрирование в школе, знание программы и так далее. Наверное, данные статистика, аналитические отчеты о результатах ГИА, да, уже есть в ваших образовательных организациях. Очень бы хотелось знать, есть или нет. Так что, если вам не трудно, обозначьтесь плюс-минус, а я уже вижу, кто из какой школы, из какого муниципального образования. Как раз вот здесь, в этих отчетах, представлены все результаты государственной итоговой аттестации 9, а также результаты единого государственного экзамена. Очень приятно, что видим плюсики, значит, у вас данные материалы есть. Несколько слов скажу о проекте «Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по учебным предметам». Цель данного проекта – устранение профессиональных дефицитов учителей школ с низкими результатами прохождения контрольно-оценочных процедур, совершенствование профессионально-педагогических компетенций всех педагогических работников общеобразовательных организаций. Всего было разработано 27 модулей, 13 модулей программы прошли апробацию в 2017 году, 6 модулей в 2018 году и 4 модуля в 2019 году. Было более 1300 слушателей. Значит, программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы вошли в федеральный реестр на портале дополнительных профессиональных программ. Так. Несколько слов мне бы хотелось сказать о результатах региональной оценки по модели ПИЗа 2020. Значит, в исследовательской выборке Республики Коми приняло участие 75 образовательных организаций. Значит, какие же факторы связаны были с образовательными результатами? Вот здесь они представлены. Среди них это материальное оснащение, кадры, повышение квалификации, цифровые ресурсы школы, оснащение школ цифровыми ресурсами, цифровые компетенции учителей, практики школьного управления, это углубленное изучение предметов, участие учащихся в олимпиадах, образовательные траектории выпускников, профессиональная ориентация, открытость сотрудничества с окружением, вовлеченность родителей в образовательный процесс, мотивация к обучению, буллинг, дисциплина на уроках, учительские практики и дисциплина, практики и результаты исследования, взаимоотношения учителей и учащихся, результаты по уровням грамотности и учительские практики, читательская грамотность и метапредметный навык, читательские стратегии и результаты по уровням грамотности, карьерные ожидания обучающихся. Давайте посмотрим, каковы же результаты региональной оценки по модели ПИЗа, именно по Республике Коми. Значит, обратите внимание на первую таблицу. Мы здесь с вами видим, что Россия занимает по средневзвешенному месту 13,5. Вот такое место в рейтинге. Мы немножечко выше, 14,75. Обратите внимание, далее представлена читательская, математическая и, естественно, научная грамотность. И показано место Республики Коми в этом рейтинге и России.
Обратите внимание, по читательской грамотности мы на 26-м месте, а Российская Федерация на 24-м месте. По математической грамотности мы на 30-м месте, Российская Федерация на 27-м. По естественно-научной грамотности мы на 41-м месте, а Российская Федерация на 36-м месте. Также здесь вы можете увидеть долю участников, не преодолевших границу порогового уровня. И также вы здесь можете увидеть результаты региональной оценки по модели ПИЗа именно по уровням образования. Посмотрите, пожалуйста, на вторую часть слайда, и вы здесь увидите, значит, по уровням образования 7-8 класс, 9 класс, 10-11 классы и 1-2 курсы средних профессиональных учреждений. И что мы с вами видим? Читательская грамотность самая первая в каждом из столбиков. Мы видим, что читательская грамотность в 7-8 классах составляет 399, затем она повышается, уже 1-2 курсы у нас показывают снижение данного результата. По математической грамотности, это второй столбик, мы с вами видим, что у нас также именно к тому времени, как наши ребята уходят в средние профессиональные образовательные учреждения, читательская, математическая, естественно-научная грамотность, они снижаются. Посмотрите, пожалуйста, на основные результаты. То есть первая таблица здесь представлена еще раз, чтобы было понимание следующих таблиц. Таблицы 5, 6 и 7. Посмотрите, таблица номер 5. Результаты Республики Коми по читательской грамотности в сравнении с результатами исследования ПИЗа в 2018 году. Обратите внимание, Россия находится по читательской грамотности на 24-м месте, а мы с вами находимся на 26-м. И впереди такие страны, как Китай, Сингапур, Эстония, ну и так далее. Посмотрите, пожалуйста, на математическую грамотность, это таблица номер 6. Российская Федерация на 27-м месте, мы с вами находимся на 30-м месте. Опять же, после таких стран, как Китай, Сингапур, Тайвань, Португалия, Австралия. Ну и по естественно-научной грамотности мы с вами находимся, Российская Федерация на 36-м месте, мы с вами находимся на 41-м месте. После Китая, Сингапура, Эстонии, Японии, Турции и Италии. То есть где-то посерединочке. Обратите внимание, на данном слайде представлены также читательская, математическая, естественно-научная грамотность и уже распределена у учащихся по уровням грамотности. То есть первый уровень – это ниже среднего, да, это красненьким выделено. Уровни 2 и 4 – это зеленый цвет, и уровни 5 и 6 – это самый высокий уровень, он представлен голубым цветом. Мы с вами видим, что уровень грамотности наших обучающихся, он в основном средний, уровень 2 и 4, но при этом настораживает и то, что есть процент обучающихся, у которых уровни грамотности ниже уровня 2, который представлен красным цветом. Далее посмотрим. Читательская грамотность. Исследование ПИЗа для школ изучает 3 группы читательских умений. Это поиск информации, навигация в представленной информации для нахождения и извлечения одного или нескольких отдельных фрагментов информации, независимо от формата чтения.
Второе умение – это включает в себя обработку прочитанного с целью придания тексту внутреннего смысла, независимо от того, как он сформулирован. И третье – это осмысление и оценивание информации. Включает в себя использование знаний, представлений и взглядов, выходящих за рамки текста с целью соотнесения информации, представленной в тексте, с собственным учебным и социально-бытовым опытом и системой ценностей. И обратите внимание, да, что мы с вами видим. Представлены результаты Республики Коми, да, и практически все они на несколько баллов, скажем, ниже российских результатов. Математическая грамотность. Исследование определяет, насколько эффективно образовательные организации готовят учащихся к использованию математики во всех сферах их личной, социальной и профессиональной жизни в 21 веке. Компетенции подразумевают владение следующими умениями. Умение формулировать, умение применять и умение интерпретировать. Обратите внимание, да, опять же, наши результаты, они ниже российского результата. Именно умения, да, мы сейчас говорим об умениях, и все они ниже российских. Следующее. Естественно-научная грамотность. Согласно определению исследования ПИЗа, человек, обладающий естественно-научной грамотностью, способен и готов участвовать в аргументированной дискуссии о науке и технологиях. Для этого необходимо иметь сформированные умение объяснять, умение оценивать и применять, также умение интерпретировать с научной точки зрения. И результаты этих умений представлены таблички, и мы с вами опять же видим, что они ниже российского результата. Факторы, связанные с образовательными результатами. Значит, конечно же, это ресурсы образовательной организации, это ваше материальное оснащение, кадры, повышение квалификации, цифровые ресурсы школы, оснащение школ цифровыми ресурсами, цифровые компетенции учителей, барьеры, ограничивающие потенциал образовательной организации. Это практики школьного управления, углубленное изучение предметов, участие учащихся в олимпиадах и конференциях, образовательные траектории выпускников, профессиональная ориентация, открытость, вовлеченность родителей в образовательный процесс. Ну и, конечно же, фактор очень важный – это контингент обучающихся и педагогические практики, который включает в себя мотивацию к обучению, травлю, дисциплину на уроках, учительские практики и дисциплину, исследования, взаимоотношения учителей и обучающихся, результаты по уровням грамотности и учительские практики, читательская грамотность как метапредметный навык, читательские стратегии и результаты по уровням грамотности, карьерные ожидания обучающихся. Дальше мы с вами посмотрим на следующий слайд, на котором представлено материальное оснащение наших образовательных организаций. И здесь мы с вами видим, что в Республике Коми результаты обеспечения материально-технических ресурсов выше, чем в Российской Федерации. Кадры и профессиональная подготовка. Значит, на данном слайде представлены исследования как по общероссийской выборке, так и по Республике Коми. И что же показывает данное исследование? Что лучшие результаты по всем видам грамотности демонстрируют учащихся в тех образовательных организациях, где учителя имеют высшую аттестационную категорию. На следующем слайде мы с вами видим повышение квалификации. Здесь представлен рейтинг тем направлений повышения квалификации педагогов. Опрос был, освещались ли данные темы и актуальны ли они на сегодняшний день. И что мы с вами видим? Предметная подготовка учителей, она освещалась, но она до сих пор актуальна.
Повышение объективности оценивания результатов обучения освещались на 80% и также актуальны. Развитие навыков работы в инклюзивной среде освещались на 68%, на 76% они на сегодняшний день среди наших педагогов актуальны. Развитие навыков формирующего оценивания. 68% ответили, что освещались данные темы, но на сегодняшний день они на 88% также актуальны. Приемы профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе освещались мало, на 45%, и очень востребованы. Учителя ответили, 77% учителей ответили, что им это требуется. Развитие навыков работы с материально-технической базой 44% освещалось и требуется 57%. Тьюторство, построение индивидуальной образовательной траектории. Значит, освещалось 29%, ответили, необходимо осветить, ответили 81% опрошенных. Развитие навыков работы в поликультурной среде редко освещались 17%, и востребованность в них тоже существует, 49% опрошенных ответили. Оснащение школ цифровыми ресурсами. Смотрите, здесь, значит, красным отмечено, если педагог совершенно не согласен, скорее не согласен, и зеленым цветом полностью согласен, скорее согласен. Что же мы видим? Значит, у нас достаточное количество соответствующего ПО. 32% не согласны с данными, 68% согласны. У нас есть достаточное количество цифровых устройств с выходом в интернет. 40% не согласны, 60% согласны. У нас достаточное количество цифровых устройств для обучения. 44% не согласны, 56% согласны. Скорость интернета достаточно для учебных задач, не согласны 47%, 53% согласны. Качество Wi-Fi обеспечивает стабильное подключение к интернету, не согласны 57%, 43% полностью согласны. Компьютеры и другая цифровая техника часто используются учениками на уроках. 60% наших педагогов сказали нет, не согласны. 40% сказали, что полностью согласны. Цифровые устройства ООО достаточно мощные. 61% не согласны с этим. 39% согласны с тем, что наши устройства в образовательных организациях цифровые мощные. Следующее. Цифровые компетенции учителей. Значит, учителя имеют необходимые технические и педагогические навыки для использования цифровых устройств. 15% не согласны, остальные 85%, большой процент, согласны с тем, что умеют использовать технические и педагогические навыки через цифровые устройства. Учителей стимулируют внедрять цифровые устройства в процесс преподавания. 85% согласны, 15% нет. Имеются эффективные профессиональные ресурсы, позволяющие учителям научиться пользоваться цифровыми устройствами. 80% согласны, 20% нет. В образовательной организации есть квалифицированные специалисты, осуществляющие техническую поддержку. 77% согласны, 23% нет. Учителя имеют достаточно времени на подготовку уроков, на которых используются цифровые устройства. 76 согласны процентов, 24 не согласны. Барьеры, ограничивающие потенциал образовательной организации. Значит, красным цветом обозначено значительно или сильно барьер представлен, желтым совсем не ограничивает, зеленым в некоторой степени, и такой проблемы у нас нет, это серый цвет. Значит, нехватка цифровых технологий для преподавания, то есть нехватка компьютеров и так далее, значит, значительно сильно представлена
говорят 29%, 39% говорят, что совсем не ограничивает, в некоторой степени говорят педагоги 20% и 12% утверждают, что такой проблемы в школе совсем нет. Нехватка времени для наставнической деятельности, значит, значительно и очень сильно 27%, 49% говорят, что совсем не ограничивает, в некоторой степени говорят 9%, и такой проблемы нет, 15%. Ограничен доступ к сети интернет. Сильно 24%, не ограничивает 40%, в некоторой степени 23% и 13% говорят, такой проблемы нет. Нехватка, несоответствие кабинетов, так скажем. 23% утверждают «да», 29% совсем не ограничивает, 27% утверждают в некоторой степени и 21% утверждают, что такой проблемы нет. Нехватка учителей, способных обучать обучающихся с ОВЗ. 19% утверждают «да», не ограничивают 41%, в некоторой степени 13% и 27% такой проблемы нет. Нехватка и несоответствие физической инфраструктуры. 15% обозначают «да», значительно, совсем не ограничивают 36%, в некоторой степени 27% и 23% такой проблемы нет. Нехватка квалифицированных, высокоэффективных учителей. 13% утверждают значительно «да», сильно, совсем не ограничивают 60%, в некоторой степени 13% и 13% говорят, что такой проблемы нет. Недостаточный библиотечный фонд. Да, 8%, не ограничивают 33%, в некоторой степени 32% и 27% говорят, что такой проблемы нет. Нехватка вспомогательного персонала. 4% да, утверждают сильно, 36% совсем не ограничивает, 35% в некоторой степени и такой проблемы нет, утверждают 25% респондентов. Нехватка учебных материалов или их несоответствие. Также значительно утверждают 4%, совсем не ограничивая 23%, 43% в некоторой степени и 31% такой проблемы нет. Образовательные траектории выпускников. Обратите внимание, что в Республике Коми на слайде представлено значимо более высокие результаты показывают школы с низкой долей выпускников 9 классов, то есть менее 50% поступивших в образовательные организации среднего профессионального обучения за последние 2 года. Далее. Профессиональная ориентация. Тоже выборка представлена как общероссийская, так и Республика Коми. Значит, первая это общероссийская, желтая, синяя это Республика Коми. Ключевые направления профориентации обучающихся 9 классов. Значит, рассказы о профессиях во время классных часов. 100%, у нас 99%. Беседы с представителями различных профессий. В Российской Федерации утверждают 96%, у нас 99%. Психологические тестирования и построение профессиональных грамм. Значит, 94% выборка российская, у нас 97%. Экскурсии в организации и на производство. Одинаковый показатель. Участие в профориентационных проектах, билет в будущее и так далее. 82%. Общероссийская выборка, у нас 85%. Далее. Профессиональное сотрудничество, то есть в рамках работы по профориентации, значит, что говорите вы, да, о сотрудничестве образовательной организации с организациями и предприятиями населенного пункта. Опять же, выборка общероссийская и Республика Коми. Профориентационное сотрудничество. Показатель у нас одинаковый, 93%. Участие обучающихся в деятельности общественных организаций. Также у нас показатель одинаковый, 85%. Ознакомительное посещение организаций. Выборка России 77%, у нас 84%.
Участие школы в работе общественных организаций 67% российская выборка, общероссийская, наш процент представлен 57%. Шефская и спонсорская помощь, российская выборка 51%, Республика Коми 48%. Открытость сотрудничества с окружением. Рейтинг направлений сотрудничества образовательной организации с другими образовательными организациями. Я уже не буду называть вам проценты, просто скажу рейтинг направлений. Это совместные методические мероприятия, совместные внеурочные мероприятия с другими образовательными организациями, ознакомительное посещение других образовательных организаций, совместные с участием приглашенных педагогов и занятия педагогов образовательных организаций в других образовательных организациях. Вовлеченность родителей в образовательный процесс, да, тоже интересная, конечно, очень статистика, да, довольно высокая, показывает именно по математической грамотности, то есть очень интересно выявлено это посещение родителей, родительских собраний и результаты исследований. Интересно посмотреть, как этот был представлен показатель. Учительские практики и результаты исследования. На слайде мы видим, да, что более высокие результаты получают обучающиеся, которые указали, что их учителя регулярно планируют урок в соответствии с уровнем подготовки класса и меняют его структуру, если тема оказалась сложной. На следующем слайде показатель взаимоотношения учителей и учащихся. Значит, что мы здесь видим? Лучше с заданиями по всем видам грамотности справляются участники, которые находятся в продуктивных взаимоотношениях со своими учителями. Преподаватели относятся к ним справедливо, оказывают им необходимую помощь и внимательно слушают, что они говорят. В Республике Коми 22% учащихся, а по России 29% высоко оценивают сложившиеся отношения с учителями, а 15% участников оценивают их на низком уровне. По России это 13%. Результаты по уровням грамотности и учительские практики. Значит, посмотрите внимательно взаимоотношения с преподавателями по группам, по уровням грамотности, то есть сильная группа и отстающая группа. Большинство моих преподавателей относятся ко мне справедливо, говорит сильная группа. Слабая группа, отстающая, говорит 75% составляет. Большинство моих преподавателей действительно слушают то, что я говорю. 91% сильная группа это утверждает, 71% отстающая. Учащиеся ладят с большинством преподавателей. Сильная 92%, отстающие 78%. Если мне нужна дополнительная помощь, я ее получу от моих преподавателей, утверждают 92% из сильной группы и 79% из отстающих. Большинство преподавателей интересуются жизнью обучающихся, утверждают 62% из сильных группы и 52% из отстающей группы. Связь результатов по всем видам грамотности. Значит, опять же мы с вами видим, что наивысший результат в Российской Федерации у нас представлен по математической грамотности. Республика Коми показывает ниже по естественно-научной грамотности результаты. Рекомендации. Достижение высоких результатов образования невозможно без непрерывного профессионального развития педагогов. Методическая работа не должна останавливаться на факте повышения квалификации. В фокусе системы профессионального развития педагогических работников должен находиться
профессионального сопровождения учителей, повысивших свою квалификацию. Мотивация школьников к обучению, дисциплина на уроке, взаимоотношения в школе могут регулироваться практиками, применяемыми школой и командой. Образовательные организации, практикующие открытость взаимодействия с окружающей средой, устанавливающие партнерские отношения с организациями, находящимися по соседству, активно вовлекающие родителей в жизнь школы, добиваются более высоких результатов. Практики преподавания естественно-научных предметов нуждаются в обновлении, а развитие метапредметных умений и межпредметных связей в рамках школьных курсов научных дисциплин является обязательным условием повышения результатов. Так, уважаемые коллеги, это все, что я хотела сказать по итогам оценочных процедур. А сейчас мы с вами поговорим о программе воспитания. Так. Я хочу вам напомнить, что примерная программа воспитания, она утверждена 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Закреплена она в федеральном законе о внесении изменений в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации в последней редакции от 31 июля 2020 года. И мы всем с вами знаем, Галина Владимировна об этом только что сказала, что наши все рабочие учебные программы должны были быть уже готовы к 1 сентября 2021 года. Совсем недавно, это было в октябре, мы встречались с вашими заместителями директоров по воспитательной работе, и я им рассказывала о том, что Институт детства, который вот как раз приезжает к нам с целью обучения наших педагогов, вносит не то что коррективы, а дополнения в эту программу, не для того, чтобы сделать этот документ больше, а именно с той целью, чтобы помочь вам более качественно сделать эту программу и чтобы у вас не было проблем с ее разработкой. Значит, в помощь вам предлагаются разработанные Министерством просвещения Российской Федерации и Институтом стратегии развития образования Российской академии образования вот такие методические пособия. Ссылочки здесь тоже есть. Значит, в конце нашего мероприятия вы можете скачать все презентации и потом их посмотреть на своих педагогических советах. Вот последняя редакция примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций. Значит, дополнения были внесены 7 октября 2021 года. Здесь появилась профилактика и безопасность, появилось социальное партнерство, но мы сейчас немножечко с вами остановимся на каждом из них. Значит, но прежде я бы хотела рассказать о тех ресурсах, которыми вы можете пользоваться в своей работе, ну и, естественно, передать их своим рабочим группам во главе с заместителями директоров по воспитательной работе. Это ссылочка на Институт детства. Здесь представлены все проекты рабочих программ для детских садов, для школ, для колледжей. Ну и также здесь представлен календарь событий. Следующие ссылочки – это ссылочки наши республиканские, а именно ссылки на наши ресурсы нашего института. Это портал классных руководителей. Он ежедневно обновляется. То есть, если посмотреть календарь образовательных событий, то уже на декабрь сейчас размещена вся информация о том, какие мероприятия пройдут у нас в декабре, к ним сценарий, а также у нас размещена программа, я вам сейчас ее покажу, ее тоже получите. Так, вот она тоже будет размещена и на нашем сайте. Здесь вы можете посмотреть уже мероприятия еженедельные для классных руководителей с указанием тем, ссылок для подключения и ответственных лиц.
Мгм. Так. Далее у нас есть портал «Открытое образование». Там у нас есть для педагогов раздел «Республиканские методические объединения». Также там есть раздел для классных руководителей, который ежедневно также обновляется. Я хочу вам напомнить, об этом мы говорим практически на на заседании республиканских методических объединений и по предметам. Вы должны говорить своим учителям о том, что любой из них может вступить и стать членом республиканского методического объединения. Да, мы запрашиваем от управления образованием списки тех, кто хочет вступить в данные методические объединения. Они формируются в соответствии с той информацией, которую предоставляете вы. И не всегда все учителя туда входят, потом они нам звонят, говорят, мы бы тоже хотели, мы, конечно, им помогаем. Достаточно просто войти на портал «Открытое образование», найти раздел «Республиканские методические объединения», зарегистрироваться в том разделе, который именно по вашему профилю, и этого будет достаточно. На сегодняшний день более 4000 учителей являются членами Республиканского методического объединения. В чем преимущество методических объединений? Ведь даже вот если взять, позавчера выступала Русанова Мария Анатольевна, председатель Республиканского методического объединения. Это человек, который эксперт, да, и государственная итоговая аттестация, которая уже представила нам итоги ЕГЭ, что нас ждет в 2022 году, какие ошибки совершили наши обучающиеся, в каких задачах. Она уже останавливалась на каждой задаче. То есть эксперты, которые первыми проходят обучение на уровне федерации, они первыми включаются в наши вебинары, семинары и в наши заседания. И даже самый учитель, который работает в самой дальней деревне нашей республики, может подключиться и послушать, как говорится, из первых уст информацию. Мы не скрываем свои презентации. Все презентации, даже вот позавчера математика, размещены все на портале. То есть можно зайти, можно взять. Если проходили, а было достаточно много учителей, которые послушали это заседание, они здесь же сразу забрали данную информацию. Остальные могут ее взять на портале. Поэтому расскажи, даже в прошлом году было совершенно случайно, пока мы с вами привыкали к словам вебинар, дистанционное подключение, онлайн-подключение, не все учителя поняли, и один учитель сюда приехал из дальней деревни на одно из заседаний РМО и присутствовал на нем, и вы знаете, когда он уходил, он сказал: а вот я не слышала об этом у себя в муниципалитете, а вот сегодня я услышала, и я знаю, на что надо обратить при подготовке к экзамену. Это же очень важно. Дальше. Немножечко пройдемся по структуре. Значит, что важно, да? Для чего предназначена данная программа? Для планирования организации системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных во ВГОС. Разрабатывается, утверждается с участием коллегиальных органов управления школой, в том числе советов обучающихся, советов родителей. То есть их мнение учитывается, да, а вы принимаете его на педагогическом совете, но с их учетом. То есть вы проводите родительское собрание, знакомите их с программой, с проектом программы воспитания, они вам дают какие-то предложения, вы их учитываете, вы их с ними обсуждаете, да, и потом уже коллегиально решаете, но как бы утверждаете вы их на педагогическом совете. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Значит, программа включает 3 раздела, вы с ними знакомы: целевой, содержательный и организационный. Значит, в
вся программа направлена на те ценности, как ценность Родины и природы, человека, дружбы, семьи, сотрудничества, ценность знаний, здоровья, труда, культуры и красоты. Отдельно мы немножечко поговорим про примерный календарный план воспитательной работы. Я вам хочу сказать, что наш институт, он включился в рабочую группу на федеральном уровне именно по документации классного руководителя. Вы знаете, что в прошлом году был проведен мониторинг среди классных руководителей, да, и одно из направлений — это какую документацию вы ведете, и стало понятно, что документации очень много. Наш институт тоже внес как бы свою лепту, была создана рабочая группа на уровне республики, это лучшие классные руководители республики Коми, мы учли их мнение и направили свои предложения в Академию просвещения, и сейчас как раз решается вопрос, чтобы минимальным стал пакет документов классного руководителя, потому что если мы с вами вспомним те методические рекомендации, с которыми мы работаем, что у нас должен быть план воспитательной работы, а что он включает, и кроме этого очень много документов еще ведет классный руководитель. И социальный паспорт класса, и листок здоровья, и посещение дополнительного образования, и работу с родителями, которая на несколько блоков разделена. В общем, вся эта работа будет оптимизирована. Ждем документов, которые появятся, я думаю, что в 2022 году. Значит, что надо учесть? При разработке или обновлении рабочей программы воспитания в школе содержание всех разделов, за исключением нормативных положений, может изменяться в соответствии с особенностями школы. Да? У нас в программе воспитания появилось такое уклад школы, да, такое интересное словосочетание, и в соответствии с этим вы можете менять, значит, рабочую учебную программу, именно учитывая организационно-правовую форму, контингент обучающихся их родителей, направленность образовательной программы в школе, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и так далее. Значит, следующий, остановимся немножечко на первом разделе, это ценностно-целевые основы и планируемые результаты. Я бы вам сразу хотела, нет, сначала это, потом покажу. Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся их родители, представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обратите внимание, родители, законные представители несовершеннолетних, обучающихся, имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества, ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей и несовершеннолетних обучающихся. Цель воспитания обучающихся в школе – это создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигов героев Отечества, закону и правопорядку, человеку и труду, старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среды.
Задачи воспитания: усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество, формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям и традициям, приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применение полученных знаний и сформированных отношений на практике, опыта нравственных поступков, социально значимых дел. Каковы же методологические основы и принципы воспитательной деятельности? Принцип гуманистической направленности, принцип ценностного единства и совместности, принцип культуросообразности, принцип следования нравственному примеру, принцип безопасной жизнедеятельности, принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, принцип инклюзивности. Вот как раз уклад жизни, да, уклад жизни школы. Что же это такое? Это общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду деятельности и социально-культурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. Воспитывающие общности и сообщества в школе. В данном разделе, да, указываются основные воспитывающие общности в школе, перечень требований к профессиональной общности. Ну, данный перечень является примерным. Сюда входят детские, значит, организации общности сверстников и разновозрастные, детско-взрослые, профессионально-родительские и профессиональные. Значит, что прописываем в социокультурном контексте? Социально-культурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. Основные направления воспитания обучающихся – это гражданское воспитание, воспитание патриотизма, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание, экологическое воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности, трудовое воспитание, физическое воспитание и познавательное направление воспитания. Требования к планируемым результатам. Сейчас я перейду в данный документ. Я надеюсь, что вы с ним знакомы, да, и там очень хорошо представлены все целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Он тоже вам будет передан, хотя те, кто участвовали в совещании, те заместители директоров по воспитательной работе, в работе, которые участвовали в прошлом заседании, они тоже, я им тоже передала все материалы, ничего не жадничаем, все передаем. Вот здесь четко прописано, что мы ждем, какие планируемые результаты. Да, уважаемые коллеги, отвечаю сразу же на ваш вопрос. Значит, презентации все вы сможете в конце нашего заседания забрать прямо здесь, они будут представлены. Все презентации я загружу на портале «Открытое образование» РМО, руководителей образовательных организаций, и также загружу в новостной ленте на сайте нашего института. Продолжаем дальше. Так, идем дальше. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности. Состав и содержание модулей определяется
в каждой школе с учетом уклада школы, реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов и планов. Можно формировать свой перечень вариативных модулей, разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. Перечни видов и форм деятельности являются примерными, да? Примерная рабочая программа воспитания. В рабочую программу включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе или запланированы. В рабочей программе и плане воспитательной работы модули располагаются в последовательности, соответствующей их значимости воспитательной деятельности школы. Вот, пожалуйста, перед вами инвариативные модули, которые нам предлагает рабочая программа воспитания. Это основные школьные дела, классное руководство, школьный урок, внеурочная деятельность, внешкольные мероприятия, предметно-пространственная среда, работа с родителями, самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнерство, профориентация. Уважаемые коллеги, вот в том документе, который я вам передаю, который я только что в таблице показывала, каждый из этих модулей расписан, как его реализовывать очень доступным, понятным языком, то есть обязательно его рассмотрите своей рабочей группой. Значит, на нескольких я остановилась модулях, которые очень важны. Вот сразу же вам хочу сказать, что уже в рамках мероприятия большого, которое у нас прошло в сентябре 28-го именно по воспитанию, мы особенно остановились на модуле «Школьный урок». Да? Даже те учителя, которые были на данной площадке, они говорили, да, мы не всегда в той мере, которой нужно, используем воспитательную возможность школьного урока. И я очень прошу, чтобы именно данную тему ваши заместители директоров по учебной работе взяли в этом году и рассмотрели на методических объединениях, потому что это очень важно. Представлен был опыт учителей, он был представлен очень интересно, жалко, что не все сейчас могут приезжать, очно посмотреть, но мы продолжим по всем данным модулям, мы будем проводить отдельные вебинары и семинары и объяснять вместе с практической частью, да, то есть опыт работы школы, как его реализовать еще лучше, как он у вас есть. Значит, модуль «Школьный урок», значит, через что он реализуется? Это планирование и проведение классных часов. Перебежала. Модуль «Классное руководство». Возникает очень много вопросов. А как нам быть? Да? И еще такой был вопрос. Вот есть календарь образовательных событий. Все ли мероприятия оттуда должен реализовывать классный руководитель? Нет. Я вот сейчас говорю о календаре образовательных событий. Не о плане воспитательной работы, как когда-то кто-то услышал и неправильно у себя в школе сказал, а именно о календаре образовательных событий. Нам предлагается много мероприятий, но, естественно, учитывая возраст детей, да, учитывая возможности школы, классный руководитель сам выбирает, что он проводит. Но это не значит, что показатель должен быть 0. Значит, реализация воспитательного потенциала классного руководителя предусматривает планирование и проведение классных часов, поддержку активной позиции каждого обучающегося, поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, организация интересных и полезных совместных дел, игры и тренинги на сплочение и командообразование, выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам.
Далее результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями и учителями, ну а также при необходимости со школьным психологом. Доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем, индивидуальная работа с обучающимися по ведению личных портфолио, регулярные консультации с учителями-предметниками, проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, ну и также регулярное проведение родительских собраний. Следующий модуль – это школьный урок. Как его можно реализовать? Это включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы. Это максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Это выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное действие на личность. Это полноценная реализация потенциала уроков в предметных областях. Это привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений. Это побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со сверстниками и с педагогами. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками. Модуль «Профилактика и безопасность». Реализация данного модуля предусматривает целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды, регулярное проведение исследований, мониторингов рисков безопасности, проведение коррекционной работы с обучающимися групп риска, разработка и реализация в школе профилактических программ, направленных на работу с девиантными обучающимися, а также с их окружением, с сообществами класса и сверстником, вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности, ну и также поддержка и профилактика детей, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения. Вариативные модули мы с вами уже начали, в принципе, их рассматривать. Значит, на прошлой неделе был у нас один вебинар, и следующий вебинар пройдет у нас в понедельник. Тоже в течение всего года мы берем данные направления и тоже перед вами рассказываем. Далее, третий раздел – это организация воспитательной деятельности. В данном разделе указываются основные особенности и условия организации воспитательной деятельности, описывается уклад школы, указываются основные характеристики уклада школы. Перечень также является примерным, конкретизируется в соответствии с действительным укладом школы или его планируемым качеством, характеристиками. Значит, что вписываем мы сюда? Создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы, местоположение и социокультурное окружение, организационно-правовая форма, контингент обучающийся, наличие социальных партнеров. Вот как раз сейчас проходила курсы повышения квалификации по программам воспитания именно в школе. И было задание посмотреть практики работы школ. И вы знаете, почти ни в одной школе не увидела социальных партнеров. То есть все мы понимаем, что они есть, потому что вы их везде прописываете. Но с другой стороны, когда ты открываешь документ, ну несколько школ, я правда посмотрела, это не Республика Коми, и социальные партнеры не прописаны. Поэтому если у вас их тоже они не прописаны, их надо представить. Наличие, значит, социальных партнеров, значимые традиционные дела, учебные курсы, предметы воспитательной направленности, наличие существенных проблемных зон.
Кадровое обеспечение. В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности, по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, и других категорий, привлечению специалистов других организаций, образовательных, социальных, правоохранительных. Следующее. Нормативно-методическое обеспечение. В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативно-методическому обеспечению воспитательной деятельности. И предоставляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых результатов личностных в работе с особыми категориями детей. Данный раздел наполняется, он тоже новый, наполняется конкретными материалами с учетом ситуации в школе в отношении детей с ОВЗ. Количество, возраст, особенности. Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для успешной адаптации, формирование доброжелательного отношения к таким детям, построение воспитательной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию данных обучающихся. Это обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, индивидуализация воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ. Система поощрения тоже новая. Формы поощрения проявлений, что прописываем, активной жизненной позиции обучающихся в социальной успешности, то есть формы здесь представлены тоже в документе, они могут быть также изменены, их состав расширен, могут включаться индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги и какая-то благотворительная поддержка. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания. Тоже возьмем отдельную тему, проведем по данному направлению, чтобы было более понятно. Значит, анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального, общего, основного, среднего, общего образования. Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением при необходимости внешних экспертов и специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в календарный план воспитательной работы. Каковы же основные направления анализа? Предложенные направления являются примерными. Их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и так далее. Значит, результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе. Способом получения информации. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах, какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год, какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему, какие новые проблемы, трудности появились и над чем предстоит работать педагогическому коллективу. Кстати, вот именно над личностным развитием обучающихся данная тема была освещена в прошлом учебном году, в этом году календарном, одним из завучей по воспитательной работе, значит, Сыктывкарской школы. То есть те наши заместители, которые присутствовали, они этот опыт слышали, он довольно-таки интересный.
Далее, состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых сюда входит. Значит, анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями с привлечением актива родителей, актива совета обучающихся, способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников, могут быть анкетирования, беседы с обучающимися их родителями. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе, если есть советник директора по воспитательной работе совместно с ним в конце учебного года. Рассматривается и утверждается педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. Ну и приложение. Это примерный календарный план воспитательной работы. Разрабатывается он в свободной форме. Здесь указывается содержание дел, события, мероприятия по направлениям воспитательной деятельности, модулям в содержательном разделе, участвующих классов или иных групп обучающихся, сроков, в том числе сроков подготовки и ответственных лиц. В принципе, он у нас единый. И когда проводился мониторинг программ воспитания вот этим летом, в принципе, вы почти все воспользовались именно данным планом. Вот на этом все. Значит, у нас еще с вами одна тема осталась, но как бы резюмируя свое выступление, я вам хочу сказать, что в принципе большая работа проведена институтом в течение всего 2020-2021 учебного года. В течение 2021-2022 вот мы уже активно несколько провели мероприятий. Тем, у кого есть проблемы, они нам звонят, они просят у нас помощи, но в большинстве своем наши рабочие группы, наши педагоги, наши руководители, то есть вы поняли, что от вас требуется. В принципе, программа данная небольшая, она систематизирует всю воспитательную работу, и мне кажется, она является очень удобной. Ну что, у нас буквально осталось минут 10. Извините, немножечко мне тяжело говорить, потому что 3 больших темы рассказать трудно, но коллеги отсутствуют, поэтому простите, если где-то я что-то не очень хорошо говорю. Ну и у нас еще осталось... Ой, так. Так, у нас еще осталась одна тема. Это региональная система сопровождения формирования функциональной грамотности обучающихся. Так, Значит, составила тоже данную презентацию, должна была выступать Марина Анатольевна, так что я рассказываю за нее. Значит, напомню, что цель всей работы, да, которая осуществляется сейчас в отрасли образования, она направлена на то, чтобы мы смогли войти, Российская Федерация смогла войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В этих целях разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. Значит, в соответствии с целями и задачами утвержден региональный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в Республике Коми. Он здесь тоже представлен. Это приказ Министерства образования от 17 сентября 2021 года номер 605. Ну и здесь представлено уже, что было сделано в данном направлении в 2019-2021 году. Вы видите, это повышение квалификации, это семинары, вебинары, это стратегическая конференция образования 21 века, это международный семинар «Эффективный учитель для эффективной школы», это реализация проектов «Эффективная школа 500+», молодые педагоги. И надо сказать здесь, что уже 450 педагогов
прошли курсы повышения квалификации, совершенствования предметных и методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной грамотности на курсах повышения квалификации в Академии Министерства просвещения Российской Федерации. В этом учебном году сформирована рабочая группа, разработан региональный план мероприятий. Региональным оператором является Институт развития образования, ну и также определены региональные координаторы. Соответственно, на муниципальном уровне сформированы муниципальные планы и определены муниципальные координаторы, с которыми встречаются почти каждые 2 недели наши сотрудники института. Ну и также в эту работу включены все общеобразовательные организации, учителя 8-9 классов и обучающиеся 8-9 классов. Какова же структура управленческой модели сопровождения, формирования и оценки функциональной грамотности? Ну, конечно же, во главе стоит Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Он является федеральным оператором. А далее наша республиканская команда во главе с Министерством образования. На республиканском уровне это институт, это Центр непрерывного повышения квалификации, это республиканские методические команды. На муниципальном уровне это муниципальные методические службы, это муниципальные методические объединения, и на уровне образовательной организации это педагоги, обучающиеся и родители. Обратите внимание, очень важная информация на данном слайде. Представлены те ответственные от института, которые занимаются математическая грамотность, Русанова Мария Анатольевна, естественно-научная грамотность, Новикова Ирина Дмитриевна, читательская грамотность, Политова Татьяна Николаевна, финансовая грамотность, Аверин Александр Викторович, глобальные компетенции, Исаева Наталья Николаевна, креативное мышление, Баженов Илья Иванович. Значит, каковы механизмы реализации регионального плана? То есть институт обеспечивает, это организация, которая обеспечивает интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов, методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности. Это еженедельные методические совещания по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием, вот как раз сейчас параллельно проходит данное мероприятие. Это стратегические информационные сессии для республиканских методических объединений. Это выездные методические сессии, коворкинги. Это информационные сессии и семинары для управленческих команд образовательных организаций. И далее перед вами представлена линейка обучающих практикоориентированных семинаров для педагогических работников. Далее, информационное сопровождение, опять же, вам говорила уже Галина Владимировна, что на сайте института есть целый раздел, здесь тоже представлена ссылочка, который так и называется «Функциональная грамотность». Здесь вы можете найти все нормативные документы, найти вопросы обучения педагогических работников, реализующих программы основного общего образования 8-9 классов, информационно-методические мероприятия, банки заданий и методические рекомендации. Также доводим информацию до вас, что до 30 ноября 2021 года все учителя, работающие в 8-9 классах, повышают свою квалификацию по вопросам функциональной грамотности. Вы видите тематику. Далее представлен здесь ресурс Института стратегии развития образования. Здесь представлены банки заданий, которые вы тоже можете, обратите внимание, читательская, математическая, естественно-научная, глобальная. То есть все банки заданий, они есть. Ничего придумывать, искать ничего не надо. Они официально все опубликованы. Далее. Портал «Единое содержание», которым тоже можете воспользоваться. Здесь представлены и апробация примерных рабочих программ, тоже хороший ресурс, где по функциональной грамотности тоже все представлено.
Далее серия «Функциональная грамотность учащимся для жизни». Это проект Института стратегии образования РАО. Тоже можно найти и воспользоваться данной серией. Открытый банк заданий для оценки естественной научной грамотности, сайт ФИПИ, тоже все размещено. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности Министерства просвещения Российской Федерации, также ссылочка вам представлена. Возможности представлены электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности. Дальше возможности. Это регистрация на портале «Российская электронная школа» в роли учитель. Вы знаете, что там тоже представлен план проведения мероприятий для оценки функциональной грамотности. И здесь вы можете увидеть, значит, алгоритм вхождения на данный ресурс. Дальше примеры диагностических заданий представлены там же. То есть ничего не нужно придумывать. Ну и задачи образовательных организаций в развитии функциональной грамотности обучающихся заключаются в том, чтобы разработать программу по развитию функциональной грамотности, выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы по развитию функциональной грамотности, спланировать и организовать работу по повышению квалификации учителей по разработке и использованию заданий для формирования функциональной грамотности, изучить особенности инструментария подхода к оценке и исследования ПИЗа, проанализировать учебно-методические материалы, которые используют учителя, и обеспечить учителей учебными материалами нового поколения, перестроить методическую работу учителей, создать механизмы мотивации учителей, организации сотрудничества и обмена опытом, а также поощрения их работы. Уважаемые коллеги, на этом, в принципе, все. Остановлюсь буквально 5 секунд на том документе, который мы вам показали о проведении, значит, профессионального обсуждения проекта обновленной структуры индивидуальной папки аттестуемого. Вы понимаете, что это очень важно. Обратите внимание, зафиксируйтесь, пожалуйста, до кого дошел уже данный документ. До каких образовательных организаций. Поставьте, пожалуйста, плюс, приходил он или нет. В курсе то, что с 19 числа у нас уже запущено данное обсуждение. Так, да, мы видим, мы очень рады. Уважаемые коллеги, уважаемые руководители, пожалуйста, напомните еще раз своим коллегам. Здесь в письме указана ссылка, очень удобно. Вы проходите по этой ссылке, отвечаете на вопросы «да», «нет» и отправляете свои ответы, свои результаты. Нам очень важно мнение каждого педагога. Вы все знаете, насколько важны вопросы аттестации, вопросы портфолио для наших педагогов. Поэтому участвуйте, будьте активными. Нам важно мнение каждого из вас. Уважаемые коллеги, значит, в принципе, мы сегодня с вами реализовали всю повестку нашего заседания. Сейчас подойдет Александр Михайлович, наш технический работник. Значит, здесь выложить все презентации, которые будут сегодня, значит, представлены, и вы можете их сегодня уже в любой момент скачать. Еще раз напоминаю, что данное заседание записывается, то есть в любой момент, если вы что-то не так услышали и еще хотите послушать, вы можете вновь зайти, вновь включить видеозапись, прослушать, ну и скачать все соответствующие документы. Скажите, пожалуйста, или зафиксируйтесь, или напишите, есть ли у вас вопросы вот по тем большим проблемам, которые мы сегодня с вами обсудили. Или если у вас они появятся, мы готовы ответить, но главное, чтобы вопросы от вас были. Я так понимаю, что всем все понятно. Хорошо. Значит, сейчас буквально в течение 15 минут все презентации будут закреплены здесь, ниже.
значит, с правой стороны в нижней части нашего экрана. Ну все, уважаемые коллеги, я вам всем желаю здоровья, мудрости, всего вам наилучшего. До свидания.